Vladimir Putin has been ruling Russia since 1999. Внимание, зритель! Сейчас ты увидишь фрагмент видео на английском языке. В данном видео присутствует четкий след российской пропаганды. И также хорошо видно, кто стоит за данным шедевром с лубянской приправой. During the post-Soviet chaos, there was escalating violence in Chechnya, a region that had informally seceded from Russia in the mid-90s. Chechen warlords and terrorists were pushing into Russian territory and attacking the border. In August 1999, a series of deadly bombings killed more than 300 people in several Russian cities, including Moscow. Putin, the new prime minister, immediately blames Chechen separatists for the attacks. He regularly appears on Russian television, claiming he will avenge Russia. The population quickly rallies around him. Putin's approval ratings jump from 2% before the bombings to 45% after the bombings. Journalists later uncovered evidence that suggests Russian security services could have been complicit in the Moscow bombings, perhaps knowing they would spark support for a strong man like Putin. But a closed-state investigation quickly quashed any dissenting theories. So Russia launches a popular and devastating war in Chechnya. The capital city of Grozny was leveled by Russian bombing, and some estimate close to 80,000 people died. And in less than a year, Russia successfully brings Chechnya back under its control. In December 1999, Yeltsin suddenly resigns, making Putin the interim president. In May, during the bloody campaign in Chechnya, Putin wins the presidential election. He begins to shape the Russian state to his vision. Patronage and corruption remain some of his key tools, but he quickly suppresses the oligarchs under his rule. Those that support Putin are rewarded, those that don't are eliminated. Well, once Russia's richest man, imprisoned Kremlin critic and former oil magnate Mikhail Khodorkovsky was sentenced to 14 years in jail, this on a new conviction of embezzling oil. This is effectively a vendetta from Vladimir Putin for Khodorkovsky getting involved in opposition politics. Ходорковский, где деньги? На августовской встрече в Москве президента России Ельцина с президентом Ичкерии Масхадовым под надзором телекамеры и прочей прессы произошел прелюбопытнейший диалог. Конечно, получается, что у нас разные цифры. Не одна цифра, а Слава Ильич, значит, в 6 раз меньше. Ой, ну да, меньше эта цифра. Откуда, как эти денежные потоки идут? У нас механизмов просто не выработано. И эти деньги куда-то чертовы утекают. Выделено 800 миллиардов, а здесь в Национальном банке оказалось 120 миллиардов. Куда остальные деньги ушли? Черт, вот и надо с этим делом, конечно, капитально разобраться. Куда делись чеченские миллиарды? В 1997 году Россия перечислила Чечне 800 с лишним миллиардов рублей на восстановление. А до Чечни дошли, на сегодня всего 120 миллиардов, негодовал бывший полевой командир и вопрошающий смотрел на Бориса Ельцина. Мол, где деньги, Борис? Удалось выяснить, что судьба этих денег никому не известна. Но всем ясна. 21 мая 1996 года состоялось примечательное выступление аудитора Счетной палаты России Александра Андреева на заседании комиссии российского правительства по вопросу использования средств, выделенных из бюджета на восстановление экономики Чечни. Андреев анализировал систему выделения средств для Чечни. Анализировать было что? Системы не было. Например, общая сумма, определенная законодательными актами России, которую предполагалось направить в 1995 году в Чечню, составляла 1 триллион 73 миллиарда 400 миллионов рублей. По данным же Минфина, всего было перечислено 5 триллионов 618 миллиардов 500 миллионов. То есть деньги то отправляли, но законных оснований для расходования 4,5 триллионов рублей не было. Деньги перечислялись мешками по линии различных ведомств, через коммерческие банки, а потому оказались практически неподконтрольны. Согласно данным проверки, проведенной в Грозном, действующие в Чечне коммерческие банки крутили незаконные деньги
и выдавали их с большими задержками. В качестве примера Андреев указал на отделение Минотепа и Кредобанка. Михаил Ходорковский, председатель правления, председатель Совета директоров Минотепа с 1993 по 1996 год. Юрий Агапов, президент Кредобанка с 1989 по 1996 год. Более того, практически все ведомства перечисляли средства не по целевому назначению, скажем, не на строительство дорог или пенсии старикам, а вообще на деревню для дедушки. Переведено и озвучено каналом YouTube «Чеченский след», Рязанский сахар.